В Москве задержан памирский блогер Махсуд Гийосов. Бывший консул принца Агахана IV в Таджикистане допрошен следователями ГКНБ Республики Таджикистан. Посол США в Таджикистане посетил ГБАО. Секретари Совбеза Таджикистана и России встретились в Ташкенте. В Москве задержан памирский блогер Махсуд Гийосов. В квартиру к нему ворвались люди в форме, везли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает канал Памир Daily News со ссылкой на свои источники. Близкие Гийосова полагают, что его могли выслать в Таджикистан, где предположительно против него возбуждено уголовное дело. Гийосов – автор комического блога Бобинге и общественный волонтер. В последние месяцы он придерживался максимально нейтральной позиции, не высказывался о ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где таджикские власти последовательно проводят репрессии против местных общественных активистов и журналистов. Между тем, в соцсетях также сообщают, что в Москве задержали уроженца Хорога Акбара Абдуллабекова. По словам его близких, он был задержан на территории метро Кузьминки по требованию прокуратуры Таджикистана. Ранее, в конце июля в Москве также были похищены уроженцы ГБАО Рамзи и Ораз Вазирбековы. Шарафат Мамадамбарова, бывший консул принца Агахана IV в Таджикистане. Президент Исмаилинского совета по Таджикистану говорит, что в ходе допросов в ГКНБ следователи поинтересовались в основном деятельностью фонда Агахана и майскими событиями в Горно-Бадахшанской автономной области. Шарафат Мамадамбарова 13-14 августа была допрошена сотрудниками ГКНБ в Душанбе и Харуе. В настоящее время она находится в кругу семьи в административном центре ГБАО. Шарафат Мамадамбарова говорит, что до начала допроса была сильно встревожена, однако сотрудники госбезопасности во время беседы были вежливыми и учтивыми. Следователи поинтересовались в основном деятельностью фонда Агахана. Я с 1993 года по сей день являюсь волонтером фонда Агахана, и сотрудники госбезопасности с учетом моего опыта работы в этой организации пригласили меня, чтобы поговорить о ее деятельности, в том числе о том, насколько претерпели изменения условий некоторых контрактов, отметила она. По словам Шарафат Мамадамбарова, исследователи задали несколько вопросов о задержанных в ходе майских событий бадахшанцев, поинтересовались, кого из них она хорошо знает, а с кем и вовсе не знакома. В настоящее время около 90 человек комиссии 44 и гражданских активистов ГБАО задержаны в связи с майскими и июньскими событиями в регионе. Как сообщает радио «Зодис», со ссылкой на свои источники, в силовых структурах Таджикистана составлен список живущих за пределами Таджикистана, в частности в России, гражданских активистов ГБАО. Сообщается, что в настоящее время группа оперативных сотрудников МВД Таджикистана из 13 человек находится в России. В правоохранительном ведомстве эту тему не комментируют. Посол Соединенных Штатов Америки сделал заявление о том, что по приглашению таджикской стороны посол США в Таджикистане совершил поездку в Горно-Бадахшанскую автономную область. Как сообщается на сайте посольства, Джон Марк Памиршаем принял участие в международном инвестиционном форуме Памир Инвест 2022, который проходил с 16-17 августа в Хароге, административном центре ГБАО. Памиршаем является одним из немногих западных дипломатов, которые посетили этот горный регион после кровавых событий в мае и в июне в Хароге и в Рушане. В заявлении посольства говорится о том, что посол посетил программы помощи США, которые создают рабочие места и способствуют экономическому развитию, включая поддерживаемую США Сипзорскую ГЭС, которая обеспечит электроэнергией более 600 человек, американский уголок в Хароге, который представляет образовательные программы более 10 тысяч человек в год, и Памирский технопарк, где более 100 молодых людей выполняют удаленную работу для американских компаний. В заявлении также отмечается, что во время своей поездки в ГБАО посол отметил, что для достижения целей развития Таджикистана в Горно-Бадахшане также жизненно необходимы беспрепятственный предпринимательский сектор, активное гражданское общество, уважение прав человека и верховенство закона, надежный интернет и независимые СМИ. И для этого, как отмечается в заявлении посольства, молодые люди должны знать, что они могут без страха предлагать свои идеи для будущего, в том числе через социальные сети. С середины мая до конца июня в ГБАО интернет был недоступен.
Секретари Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода и России Николай Патрушев встретились в Ташкенте в рамках ежегодной встречи секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Как сообщает пресс-служба аппарата Совбеза Российской Федерации, собеседники отметили динамику развития российско-таджикских отношений, а также высокий уровень сотрудничества в основных региональных и международных форматах, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС. Патрушев и Махмудзода обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия в различных сферах. Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны выразили обеспокоенность углублением гуманитарно-экономического кризиса и активизацией деятельности террористических группировок в этой стране. В этом плане Патрушев и Махмудзода наметили сотрудничество России и Таджикистана в антитеррористической сфере и в области военной безопасности. Напомним, что сегодня в Ташкенте состоится 17-я ежегодная встреча секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС.